Сегодня в нашем эфире мы поговорим о годовщине освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова из заключения на территории аннексированного Россией Крыма и затронем в целом тему обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. Тут будем говорить, конечно же, больше о крымчанах, потому что они составляют большую часть списка тех людей, которых Украина считает политическими узниками Кремля. Но обо всем по порядку. 25 октября 2017 года Россия передала Турции заключенных на тот момент в Крыму заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. То есть 25 октября будет третья годовщина их освобождения. И стоит напомнить о делах, в рамках которых их задержали, а потом и судили в Крыму уже под контролем России. Ахтема Чийгоза российские силовики задержали в январе 2015 года в Симферополе за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины. Речь идет о массовой акции протеста под зданием Верховной Рады Крыма, которая состоялся 26 февраля 2014 года. В сентябре 2017 года подконтрольный России Верховный суд Крыма признал политика виновным в организации массовых беспорядков и приговорил к 8 годам колонии. Сам Ахтем Чийгоз свою вину не признал, и по факту на момент освобождения из заключения Ахтем Чийгоз провел в СИЗО более 2 лет, то есть с момента задержания и вот до момента освобождения. О задержании Ильми Умерова стало известно в мае 2016 года. Ему вменяли в вину то, что он в эфире телеканала АТР произнес фразу «надо вынудить Россию выйти из Крыма, Донецка и Луганска». Федеральная служба безопасности России, а потом и суд расценили эти слова как призывы к сепаратизму, и в сентябре 2017 года подконтрольный России Симферопольский районный суд признал заместителя председателя Меджлиса виновным в призывах к территориальной целостности Российской Федерации. Имеется в виду к подрыву, да, территориальной целостности. Это формулировка, которая была использована подконтрольным России судом Крыма. Ильми Умерова приговорили к 2 годам колонии поселения. Опять-таки напомню, что Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза освободили 25 октября 2017 года. Из Крыма они сначала приземлились на территории России, потом отправились в Турцию, откуда приехали на материковую часть Украины. После освобождения Ахтема Чийгоза, Ильми Умерова, президент Украины на тот момент Петр Порошенко заявил, что их освобождение произошло благодаря переговорам с участием лидеров Турции и России. На каких условиях Москва освободила заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа, не сообщалось. Российские и турецкие власти отказались комментировать это событие. Украинские чиновники тоже особо никаких деталей не приводили. Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров тогда сказали, что им неизвестны условия, на которых их освободили. В то же время версию того, что могло произойти, описала вскоре после освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова турецкая газета «Хабертюрк». В статье было сказано, что членов Меджлиса могли обменять на россиян Александра Смирнова и Юрия Анисимова, которых в Турции обвинили в шпионаже и подготовке убийства. Отмечу, что официального подтверждения этой информации нет. И Ахтем Чийгоз, и Ильми Умеров после освобождения заявили о том, что хотят вернуться в Крым, но, однако, пока они находятся на материковой части Украины. Формально и Чийгоза, и Умерова должны были освободить из заключения в Крыму на основании указа президента России, аннексировавший Крым. Однако текст этого указа оказался секретным. Об этом рассказывал журналистам адвокат Николай Полозов, который представлял интересы Ахтема Чийгоза. В 2018 году Ильми Умеров даже публиковал ответы российских органов власти на информационные запросы по этому поводу. И эти ответы, они довольно-таки расплывчаты.
Перед эфиром мы поговорили с Ильми Умеровым, бывшим политузником Кремля и заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа. Он рассказал о том, что ему до сих пор, по истечению 3 лет с момента освобождения, неизвестно, какой сейчас статус дела, которое было возбуждено против него в Крыму и которое теоретически должно было получить какое-то развитие после того, как было принято решение о его освобождении. Ильми Умеров сказал, что ни ему, ни его защите неизвестно, закрыто ли это дело, поэтому ехать в Крым ему сейчас опасно. Честно говоря, нас освободили по какому-то указу президента Путина, который мы до сих пор не видели. И какой статус на сегодняшний день, мы, к сожалению, тоже не знаем. Если помиловали, то дело должно было быть закрыто, а если какие-то другие варианты, то, может быть, и не закрывали. Но у меня ситуация была такая. Приговор вступил в силу. Мы отозвали апелляцию. Из-за того, что не доверяем суду. Сначала подали, потом отозвали. Поэтому мое дело было завершено, и я должен был идти в колонию 21 октября 3 года назад. О том, что готовилось освобождение по договоренности 2 президентов, турецкого и российского, мы узнали довольно-таки поздно. Уже близко к тому, как это произошло. Если бы мне кто-то тогда еще сказал, что ты будешь выдворен из Крыма и не будешь иметь возможности вернуться, то я скорее бы отказался. Я уверен в том, что я бы отказался. С кем бы я ни консультировался, все говорят, что это опасно, что делать этого не стоит, ехать не стоит. Я много раз об этом говорил, что я очень хочу поехать, но пока не получается. Ильми Умеров также отметил, что об условиях освобождения ему стало известно только через месяц после прибытия в Киев. Когда нас освободили, перевозили самолетом в Анкару, я говорю, потому что нас было 2, Темчигос и Умеров. Мы тогда не знали, что Путин вытребовал для себя 2 киллеров, граждан Российской Федерации, которые находились в турецких тюрьмах. Об этом стало известно из турецких средств массовой информации где-то через месяц после того, как мы уже были в Киеве. Как видите, Ильми Умеров тоже повторил ту версию, о которой мы вам рассказывали, которую приводили турецкие СМИ, но отмечу, что официального подтверждения этой версии до сих пор нет. Ильми Умеров, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, рассказал о том, что он продолжает поддерживать постоянную связь с крымскими татарами на полуострове. На сайте Крымреалии можно найти, в частности, и видео о том, что семья Ильми Умерова по факту сейчас оказалась по разные стороны административной границы между Крымом и Херсонщиной. Рассказал Ильми Умеров также о том, что он поддерживает связь и с политическими заключенными из Крыма и оказывает им поддержку. В принципе, мы связь не обрывали ни на один день. У меня там родственники, друзья, активисты, люди, с которыми я общался, дружил, работал вместе. У меня довольно широкий круг общения в Бахчисарае. Поддерживать национальное движение мы тоже не прекращаем ни на один день. У нас связи с политзаключенными, со всеми, кто так или иначе привлекается к уголовной ответственности или к каким-то административным или другим мерам. Стоит напомнить, что по данным Офиса омбудсмена Украины в российском заключении находится сейчас от 113 до 115 граждан Украины. Украина считает этих людей политическими заключенными. В списке же Крымско-татарского ресурсного центра значится 86 крымских политузников, то есть из этого общего количества политзаключенных большинство это крымчане. И еще один комментарий Ильми Умерова, заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа, он рассказал о том, что, по его мнению, сейчас освобождению крымских политузников России мешает позиция президента этой страны Владимира Путина. Наверное, в первую очередь это зависит от позиции Путина. Он считает Крым составной частью Российской Федерации и всегда заявляет о том, что о Крыме не говорим. Зеленский до недавнего времени тоже шел у него на поводу и на всяких встречах, в том числе в нормандском формате в Париже, когда была встреча, в официальной части ни слова о Крыме не было сказано.
Это был Ильми Умеров, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, бывший политузник Кремля. Действительно, можно напомнить о том, что после встречи в Париже в декабре лидеров нормандской четверки, напомню, что это Украина, Россия, Германия, Франция, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что он планировал тогда поднять вопрос Крыма, но до обсуждения детально не дошли, так рассказал тогда Владимир Зеленский. И, кроме того, по словам президента Украины, крымские политузники — это, как он выразился, отдельный трек в переговорах с Россией. Обо всем мы еще поговорим. Я напомню, что сегодня поводом для нашего эфира послужила годовщина освобождения из заключения Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза, заместителя и председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Это произошло 25 октября 2017 года. И с нами на прямой телефонной связи Ахтем Чийгоз, заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины. Ахтем ага, добрый вечер. Добрый вечер. Мы спрашивали Ильми Умерова о том, что ему известно относительно дела, по которому его в свое время задержали на территории Крыма. Что вам известно о статусе вашего дела и вот насколько реально для вас вернуться в Крым? Да, это то, о чем вы заявляли об этом желании после освобождения. Ну, характер дел немного разный, поэтому мое дело закончилось 8-летним сроком, и тут у меня никаких вопросов по этому нету. Единственное, что вопрос возникает по поводу, как освобождены мы были, да, вот, в частности, я. То есть никаких документов по этому вопросу, по вот этой ситуации нету. Что касается возвращения домой, ну, тут еще есть препятствие. То, что там санкции ввели недавно, как по ряду депутатов Украины, и в том числе и я нахожусь. А возвращение домой я не связываю там с действиями России. Я все эти годы возвращение домой связываю с Украиной. И, к сожалению, сегодня не могу сказать, что новая власть в этих вопросах, в вопросе Крыма, имеет какую-то четкую линию поведения. Поэтому вот возвращение домой — это не есть вопрос какой-то пиар-компании. Возвращение домой — это должно быть связано с возвращением Крыма. Ахтем ага, я вас попрошу оставаться с нами на линии. У нас есть звонок, подсказывает мне. Добрый вечер, кто вы, откуда? Ваш вопрос или реплика по теме? Говорите, пожалуйста. Добрый день, Ирина Ермовская и Ахмед Чийгоз. У меня к вам, уважаемый Ахмед Чийгоз, такой вопрос. А вы продолжаете ли собирать какие-то, ну, так скажем, свидетельства из своей тюремной жизни у нас, негодяев, какие-то факты, чтобы в дальнейшем, в будущем, время-то быстро течет, это для человеческой истории, это все кажется долго, а так все быстро, что потом в будущем, может быть, ваши внуки, ваши дети все-таки добились справедливости от наших негодяев, а, собственно, как всегда, слава Украине, и Крым был украинский, есть и будет, что называется. Вот. Александр, вот простите, я у вас уточню, я не совсем поняла ваш вопрос к Ахтему Чийгозу. Свидетельство чего? Ну вот свидетельство всего того нехорошего, что делало по отношению к нему, и даже то, что делает вообще по отношению к крымско-татарскому народу, наши негодяи. Вот как бы все факты собираются ли крымчанами, ну, крымским народом, который сейчас большинство находится в Украине, или да, нет? Я поняла ваш вопрос, спасибо большое. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. Ахтем ага, есть ли вам что ответить нашему слушателю? Конечно. Первая книга, в принципе, уже готова, только из-за коронавируса я ее не могу презентовать, хотя уже многие регионы Украины ждут и просят. Это такой документальный, скорее, сборник со всеми
выкладками всех, почти там больше 150 судов и 3 лет. И следом только после этого я буду, конечно же, еще одну книгу писать. Она будет касаться непосредственно меня как сидельца. А в первом это вот все те преступления, которые связаны с этими коллаборантами, оккупантами и вот так называемыми прокурорами, судьями, там фамилии, все, и характер их поведения как должностных лиц. Это вот только после нее я планировал написать уже более такие детальные свои, не то что впечатления, а свои вот эти 3 года. А что касается остальных дел, да, у нас это мониторится, и в том числе мое дело находится в иске против России, Украина против России, вот в том большом деле. К сожалению, вот все наши дела, которые поданы в ЕСПЧ, они каким-то, в кавычках, чудесным образом не рассматриваются все эти годы. Хотя, допустим, дела таких, как Навальный или других российских, там рассматриваются и тут же принимаются по ним решения. Я сам, будучи на этих международных площадках, интересовался вопросами и сделал для себя неутешительный вывод, что лоббисты российские, находясь в этих институциях, очень ретельно смотрят за тем, чтобы вот этот пакеты, связанные, или кейсы, связанные с крымскими татарами, до самого рассмотрения суда не доходили. Ахтам ага, у меня есть несколько вопросов, которые касаются вот связей с Крымом. Вы являетесь заместителем председателя Меджлиса, сейчас член Верховной Рады Украины, Украинского парламента и Комитета по вопросам прав человека, реинтеграции временно оккупированных территорий. В нынешних условиях и в тех условиях, в которых оказался Крым после 2014 года, как реально можно помогать Крыму, какие инструменты у вас есть и поддерживаете ли вы связь с Крымом? Конечно, поддержим. Не надо. Я хочу еще раз напомнить, что там находятся все мои близкие, абсолютно все. И это принцип, что они, несмотря на вот этот тяжелое бремя ношения фамилии Чийгоз, они находятся все там, потому что принцип Крым без крымских татар не должен оставаться. Если каждый из нас будет своих детей здесь пристраивать, то что будет тогда, как будут к этому относиться наши соотечественники, и как это можно бороться вместе с ними? Ладно, я тут нахожусь не по своей воле. Поэтому все мои дети, отец и сестра, и близкие, все в Крым. И так будет. Что касается действенности наших тут помощи, до коронавируса это было очень эффективно, потому что основной такой помощью является информационное освещение всех тех преступлений российского режима, оккупационного и коллаборантов, и на международных площадках. Сейчас это, к сожалению, на порядке снизилось. Попытки по видеоконференции наших владных структур время от времени напоминать о Крыме, это, конечно, недостаточно. Мало того, мы умудрялись практически все площадки перекрывать непосредственно участниками всех этих событий, да, против которых террор идет сбоку России, вживую. И сейчас это тоже невозможно. Вот, например, я вам как пример приведу. Да? Сейчас катастрофическая ситуация у нас в Крыму с коронавирусом. И катастрофичность в том, что мы, помните, я писал, что ситуация в оккупированной территории из-за действий российской преступной власти будет усугубляться. И мы, к сожалению, здесь-то, на материке, мы как-то находим возможности и помогаем друг другу. А там
мы, к сожалению, очень ограничены в этом. И вот спустя полгода эта трагедия сейчас, беда свалилась практически в каждую семью наших граждан. И они кричат о помощи. Простых медикаментов нет. Не говоря уже о том, что все больницы переполнены. Многие боятся даже говорить, признаваться, что они болеют, потому что приезжают приставы с врачами. И если один член, родитель семьи заболел, его изолируют в одну больницу, а остальных раскидывают по разным местам. И порой семьи не знают, где дети, а где жена или где муж. Вот до такого, другого поведения от государства-террориста ожидать не приходится. А мы не знаем, как эти лекарства туда передать. Вопрос не в наших погранцах, там на административной границе, да? Мы бы этот вопрос решили. Я до сих пор не могу найти механизм, как внутрь туда перевести. Потому что когда фонд Порошенко занимался гуманитарной поддержкой, я заручился у него в этом вопросе обязательствами, что и маски, и парацетамол, и другие лекарства он отдельно для Крыма приготовит. Но я не смог решить вопрос, как там принимать. Я даже разговаривал с нашими активистами и предлагал человек по 10 выезжать, и чтобы они там запихали себе в карманы партиями, туда перевозили, и это не получилось, понимаете? И вот сейчас там они просто кричат, бьют во все колокола, мы ищем путь, как туда помочь лекарствами первой необходимости. Сейчас тоже, только что, час назад я на эту тему разговаривал, и в воскресенье планирую быть в Херсоне, и поеду, попробую еще каким-то исключительным способом этот вопрос решить, но не знаю, насколько получится. Российская Федерация, она не только в вопросах ареста, этих незаконных арестов, баснословных сроков издевается и считает, что она имеет право издеваться над своими гражданами, так сказать, да, над крымскими татарами, которые себя не считают гражданами России. Она еще и ведет такой животный такой образ правления, что, как там говорят, не хочу грубо, для них люди это такой материал, который они убивают и дают умирать, дохнуть как мухам. Для них это вообще ничего не значит. Поэтому тут сложная ситуация. Ахтем Ага, еще такой вопрос. Я помню, что на май анонсировали в Меджлисе крымско-татарского народа ненасильственную мирную акцию «Мир против насилия и оккупации», «Марш достоинства». На Крым должна была она состояться в начале мая, но в связи с пандемией коронавируса ее переносят. У меня вопрос, как вы считаете, может ли эта акция в конце концов состояться? Обсуждаете ли вы это с коллегами по Меджлису и не отказались ли от этих планов? Нет, мы не отказались. Мы в тот момент очень эмоционально и бурно обсуждали механизм, как его провести. Но пеший марш на Крым – это одна из таких форм нашей борьбы. И в Крыму такая была. И мы возвращались в Крым при КГБшниках и советской власти пешком через весь Керченский пролив. Я сам пешком шел с Крымска, с группой многих ребят, которых на автобусах вытаскивали нас, высаживали, Крым объявили кроличий карантин. Поэтому для нас такая форма, она не есть что-то новое. Другое дело, в тот момент был такой механизм, мы думали, как войти в Крым, не дойти до Крыма, до административной границы. Это не есть какая-то там пиар-компания, да, для меня это точно. А как войти туда вовнутрь, и вхождение вовнутрь, это потеря, это сопряжено, допустим, с потерей жизни, да, не просто тебя там взяли, арестовали, ничего, сидели в тюрьмах, знаем, что не есть это конец жизни, да. А с потерей жизни, и сейчас этот вопрос у нас снова актуален, и я вообще считаю, что
этот марш один день все равно состоится, и было бы очень правильным то, что не было сделано раньше и в период оккупации, да, в первые особенно дни, когда мы ждали, действительно ждали эти поезда дружбы с Украиной, а они так и не, их так и не было. Вот я думаю, что тут вот как бы было бы очень правильным сотни тысяч украинцев вместе с нами вот живым щитом войти в Крым. Без сброи, без, скажем, то есть живое вхождение, живое присутствие Украины в Крыму в такой час, и чтобы среди них были все многие депутаты. Вот, например, Европейская солидарность еще тогда сказала, что часть из нас обязательно примет в этом участие. Поэтому я считаю, что многие депутаты и со «Слуг», и из других фракций вот так вот такими действиями помогли бы президенту Зеленскому понять, что Крым не будет разменной монетой. Никто ему это не позволит. Ни на какой платформе, ни на крымской, которую мы не знаем вообще, о чем она. Нас не привлекают к обсуждению этого вопроса. Нас, единственный представительный орган с Крыма, сохранивший мандат, имеющий мандат, а мы не в курсе. Это тоже очень сильно тревожит. И поэтому крымская платформа, она не должна решать только вопрос, как они привыкли там обменять несколько человек, отдав взамен и таких скандальных историй, как Цемаха, Беркута и вообще левых людей, да, которые потом давали интервью, что они снова будут воевать против Украины. Так вот, это должно быть одним из направлений работы крымской платформы. А основная задача – это сконцентрировать силы для того, чтобы зажать в угол и вынудить Путина капитулировать по Крыму. Вот в этом. Но пока мы не видим, если брать за аналогию действия на Востоке, как бездарно и, честно говоря, капитулянски действуют вот эти платформы, то у меня, например, очень серьезные опасения по этой инициативе. Как бы потом нам не пришлось под диктовку Макрона, там еще каких-то хорошо, или, скажем так, симпатии, относящихся к Путину, нас не принудили решением этой платформы во главе с президентом Зеленским дать воду из гуманитарных соображений. Например, открыть свободное передвижение с оккупированного Крыма в Крым. Например, как сейчас вокруг амнистии очень много скандалов, потому что для одних это преступники, а для некоторых представителей монобильшести и новой влады это освободители или борцы там за свою, какую-то свою там свои права на Донбассе, да? Вот поняла ваши опасения. Спасибо вам большое. Вынуждены мы заканчивать наш разговор. Не так много времени у нас остается. Это был заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. И я напомню, что в нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от даты. Вот 25 октября будет воскресенье. В 2017 году в этот день удалось добиться освобождения заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза Ильми Умерова. И я отмечу, что вот упомянул Ахтем Чийгоз о платформе. Речь идет о платформе, которую анонсирует руководство государства относительно переговоров по будущему Крыма. И интересный момент, на интересный момент указал Ахтем Чийгоз, говорит, что Меджлис не привлекают к этой инициативе. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, продолжим. Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
В этой части нашей программы мы сосредоточимся уже больше на вопросе освобождения тех граждан Украины, которые сейчас находятся в заключении на территории Крыма или России, и которых Украина считает политическими заключенными. Я напомню, что в офисе омбудсмена Украины озвучивают цифры от 113 до 115 граждан Украины, политузников Кремля, и большинство из этого количества – это крымчане. И тут даже можно так детальнее сказать, что это фигуранты преимущественно дел, так называемых дел Хизбут-Тахрир. Несколько крымчан было среди тех, кто вернулся в рамках большого обмена в сентябре 2019 года. Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, можно их упомянуть. С тех пор между Украиной и Россией и между также подконтрольными ей боевиками на Донбассе состоялось еще 2 обмена, но крымчане в эти обмены не попали. 20 октября на этой неделе выступал президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде, и он вспомнил как раз об этом большом обмене 2019 года и добавил, что государство продолжает работу над освобождением остальных граждан, которых считает политузниками России. Вдалося звільнити та повернути рідним 136 наших людей. Це наші моряки, це і Олег Сенцов, Едем Бекіров, Олександр Кольченко, Станіслав Асєєв та багато інших. Ми боремось за кожного українця, і військового, і цивільного. Для мене людина – найвища цінність. І кожен громадянин має знати, я українець, і моя держава мене не залишить. Процес звільнення наших громадян триває. Ми пам'ятаємо про всіх, хто досі перебуває в полоні, і робимо все для їхнього повернення. В начале августа этого года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о том, что готовится новый обмен в формате 100 на 100. Ермак выразил надежду, что обмен состоится скоро, тогда по состоянию на август, но точной даты он не назвал, пока этот обмен не состоялся, и о том, будут ли там крымчане, тоже неизвестно. Напомню, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что крымские политузники Кремля – это отдельный трек, такую фразу он использовал в своем заявлении. И отмечу также, что радио Крым Реалии на протяжении дня сегодня пыталась связаться с офисом президента Украины для того, чтобы получить комментарий по поводу этого будущего, этого обмена, будет ли он вообще, от чего это зависит, но к моменту выхода в эфир нам не ответили. К нам присоединяется в эфир российский адвокат Николай Полозов. Николай, добрый вечер. Да, здравствуйте. Я отмечу тут для наших слушателей, что важный момент. Вы занимались делом Ахтема Чийгоза, который попал, в такое освобождение тогда при содействии Турции в 2017 году. Кроме того, вы курировали группу защиты моряков, которые попали в плен России в конце 2018 года и тоже были освобождены в рамках большого обмена в 2019 году. По вашим данным и по вашему мнению, вот что мешает освобождению крымчан сейчас? Почему в сентябре 2019 года удалось нескольких крымчан освободить, а вот уже год как не удается? Здесь прежде всего надо понимать, что главной проблемой для освобождения политзаключенных граждан Украины является нежелание Кремля каким-то образом предпринимать усилия по улучшению судьбы этих людей. Почему поменяли Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова? Совершенно очевидно, что тогда у России был серьезный геополитический интерес, связанный с Сирией. Турция являлась существенным игроком на этой площадке, поэтому в рамках каких-то больших договоренностей, в том числе, была решена судьба этих 2 людей. Что касается последнего большого обмена, то здесь совершенно очевидно, что локомотивом этого обмена было решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который фактически обязал своим решением в мае Российскую Федерацию освободить захваченных моряков. И в довесок в рамках уже проведенных между Украиной и Российской Федерацией переговоров были освобождены еще 11 политических заключенных. Сейчас, по всей видимости, у Кремля такого интереса нет. Я неоднократно говорил, что, наверное, универсальным рецептом освобождения удерживаемых политзаключенных является формирование таких условий, при которых российским властям этих людей
удерживать дороже, чем отпустить. И, по всей видимости, поскольку это уже вторая сторона этой медали, поскольку переговорный процесс, которым со стороны Украины фактически занимается только офис президента, происходит абсолютно в закрытом режиме, за закрытыми дверями, без информирования родственников политзаключенных, их защитников и так далее. Мы можем только догадываться, на какой стадии находится этот переговорный процесс, есть ли в нем какие-то подвижки. Ну вот периодически мы видим сообщения в СМИ, в том числе от господина Ермака, что вот согласован очередной список. Но, опять-таки, мы не можем понимать динамику и не можем понимать успешность этих переговоров, потому что никакой информации по ним нету. То есть мы сможем узнать, что они были благополучными только в случае, если действительно состоится какой-то обмен, мы тогда будем понимать, какое количество людей туда попали, на какое количество людей удалось договориться. Я помню, что нам ранее вот на протяжении этого года говорили в офисе президента, когда мы обращались за комментариями по поводу обменов, нам всегда говорили о том, что это очень чувствительная тема, и поэтому в офисе президента не хотят никакие детали приводить. Вот вы говорите о том, что изменилась, да, эта практика, то, как было при предыдущем президенте, то, как это выглядит сейчас. Вот то, что нынешние власти считают, что тема чувствительная и лучше ни с кем об этом не говорить, даже по вашим словам, с родственниками политзаключенных, это правильная тактика, как вы считаете? Ну, это была бы правильная тактика, если бы мы видели периодически какой-то результат. Вот. К сожалению, после большого обмена прошло уже более года, а точнее год и 1 месяц. И, честно говоря, никакого прогресса не видно. Поэтому время объективно, ну, скажем так, является таким негативным фактором при избранной стратегии тишины. Вы сказали о том, что нужно формировать такие условия, вот, при которых России будет, ну, грубо скажем, да, выгодно отдать граждан Украины политзаключенных. Вот эти условия, кто их должен формировать? То есть от кого эта инициатива сейчас должна исходить? Это государство Украина, это какие-то влиятельные игроки на внешней политической арене? Ну, скажем так, государство Украины самостоятельно вряд ли может решить эту задачу. И, безусловно, формирование такой атмосферы нетерпимости к незаконным задержаниям граждан Украины, к фабрикации уголовных дел в России, особенно на оккупированной территории в Крыму, к применению различного рода пыток и издевательств над людьми. Ну, например, когда человеку абсолютно слепому подбрасывают запрещенную литературу и говорят, что он ее читал. Вот эту атмосферу, конечно же, Украина должна формировать совместно со своими западными партнерами, то есть с теми государствами, которые имеют рычаги влияния на Российскую Федерацию, как дипломатические, так и политические. Прежде всего, участники, постоянные члены Совета Безопасности ООН, и так далее. Если подобного, скажем так, подобной атмосферы не будет, то тогда кремлевскому режиму и незачем совсем отдавать этих людей. Не возникает никакой опасности, пусть даже мнимой, и это позволяет фактически продолжать дальше, чем занимается Кремль на протяжении последних 6 лет, а именно пополнять так называемый обменный фонд, чтобы в последующем этих людей менять не столько на людей. Люди, за исключением уж каких-то совсем конкретных персонажей, Кремлю не очень интересно, сколько на какие-то политические, экономические преференции вот, в этих вот больших переговорах, в этой большой торговле. Поняла, спасибо вам большое. Это был российский адвокат Николай Полозов. Николай Полозов, напомню, на протяжении последних 6 лет защищает в судах, в частности, и крымчан, нескольких крымчан из того списка, кого Украина считает политическими заключенными Кремля. Говоря о позиции государства Украина по поводу вот этого обмена и по поводу того, чтобы освободить крымчан из российского заключения, из заключения на территории аннексированного Крыма, стоит
Стоит отметить, что не так давно этот вопрос комментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В октябре в интервью турецкому телеканалу ТРТ Russian он назвал обмен пленными наиболее сложной частью переговоров с Россией. А в отношении крымских татар, процитирую, украинская сторона добивается не их обмена, а освобождения. Как отметил Дмитрий Кулеба, на этом направлении ведется активная работа, однако, цитирую, другая сторона не так конструктивна, как мы. И он также добавил о том, что трудности в возвращении крымчан в том, что Россия считает Крым своей территорией, и, исходя из того, что сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, не считает, что эти люди должны попадать в какие-либо списки на обмен. К нам присоединяется в эфир Александра Матвейчук, украинская правозащитница, руководитель Центра общественных свобод. Александра, добрый вечер. Доброго вечера. Мы тут много чего рассказывали сегодня и упоминали об истории освобождения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, и поговорили немножко о том, какова ситуация сейчас. По вашим данным, что мешает вот спустя год и 1 месяц после большого обмена между Украиной и Россией добиться опять освобождения хотя бы части кримських політузників Кремля? На мою думку, і загалом, як ми бачимо з усіх повідомлень, які долинають довкола скупого і такого закритого інформаційного обміну стосовно обміну, виходить, що Росія, вона не зацікавлена у обмінах людей на людей. Вона чекає від України певних геополітичних поступок. Якщо ми згадуємо про великий обмін 7 вересня минулого року, коли повернувся Олег Сенцов, коли повернувся кримський татарин Едем Бекіров, на жаль, єдиний із кримських татар, який повернувся в результаті цього обміну, Росія отримала те, що вона хотіла. Вона отримала ключового свідка збиття MH17 Цемаха. Коли ми згадуємо про грудневі обміни, які стосувалися Донбасу, до Росії поїхали 5 обвинувачених в розстрілах мирних мітингувальників на Інститутських для того, щоб розвалити цю справу, тому що по 3 з них були зібрані дуже вагомі докази, і суд наближався вже до вироку. Це, очевидно, зараз ідуть торги, і Росія хоче від України щось таке, що вона не може їй дати. Как вы считаете, вот возможны ли какие-либо подвижки в этом процессе, я имею в виду в будущем обмене, который в офисе президента анонсировали, но пока вот он уже 3-й месяц как откладывается с момента заявления Андрея Ермака. То есть видите ли вы основания для того, чтобы этот обмен все-таки состоялся? Перше, я би закликала Офіс президента бути більш стриманими зі своїми словами, тому що треба розуміти, що рідні дуже переживають, і вони живуть кожного дня в такій страшній, я би сказала, стані між розпачем і надією. І коли Єрмак заявляє, що питання обміну – це питання наступних кількох тижнів, а потім проходять місяці, і ми досі не знаємо, чи буде обмін, чи ні, це є щонайменше безвідповідально. Треба дуже обережно і вивірено коментувати такі сенситивні речі. А друге, що, звичайно, Україна має докладати всіх зусиль для того, щоб звільнити полонених, для того, щоб звільнити політв'язнів. І мені видається, що тут має бути дуже проактивна роль наших міжнародних партнерів. Мені бракує їхньої такої сильної позиції по цьому питанню. Спасибо вам большое. Это была украинская правозащитница Александра Матвейчук. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией звучат предложения от некоторых слушателей обменять некоторых украинских политиков. Я напомню, что в нашем эфире сегодня, в этой части нашей программы, мы отталкивались от того, что 25 октября будет 3-я годовщина с момента освобождения из заключения на территории аннексированного на тот уже момент Крыма заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Их освободили при посредничестве Турции. И вот, кстати, в разговоре с нами российский адвокат Николай Полозов, который на тот момент представлял интересы Ахтема Чийгоза, упомянул, почему, по его мнению, на тот момент удалось добиться того, чтобы вот это посредничество Турции было эффективно. Мы оттолкнулись от этого, поговорили о том, удается ли Ильми Умерову, Ахтему Чийгозу
находясь на территории материковой Украины, поддерживать связь с Крымом, как-то Крыму помогать. Ахтем Чийгоз нам, в частности, обратил внимание на то, что он пытается найти варианты, как можно передать помощь, в частности, медикаменты на территорию Крыма, где, по его словам, очень сложная ситуация с коронавирусом. И также мы поговорили о том, вот как быть с теми людьми, которые остаются в российском заключении, в заключении на территории аннексированного Крыма. Напомню, что по спискам Офиса омбудсмена Украины это около 115 человек. Причем большинство из этого списка это крымские политузники. И, к сожалению, на протяжении дня нам сегодня не ответили из Офиса президента, где, я напомню, в августе анонсировали очередной обмен, и мы хотели узнать, как обстоят дела с предстоящим обменом и будут ли в списке на обмен крымчане. Нам не ответили, но все же мы вам приводили те заявления, которые уже звучали со стороны украинских властей. Тут можно напомнить о том, что в Министерстве иностранных дел Украины сказали о том, что работа на этом направлении активно ведется, но якобы Россия не проявляет особо конструктива, примерно так сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Кроме того, можно напомнить, что по словам министра иностранных дел, проблема еще в том, что Россия считает Крым своей территорией, поэтому к крымским политузникам она относится несколько иначе, чем ко всем остальным из этого списка. Мы продолжим буквально через несколько секунд уже с другой темой. В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Воспользуясь случаями, напомню, что с 26 октября меняется время выхода в прямой эфир программ радио Крым Реалии. Тут речь идет об утреннем эфире. С 26 октября слушайте нас с 9 часов утра, а вечерний эфир будет с 19:00. Перед микрофоном для вас работает Елена Римовская, и ко мне присоединился мой коллега Рустем Халилов. Приветствую тебя в нашем эфире. В этой части нашей программы мы поговорим о том, что о местных выборах, которые должны состояться в Украине 25 октября. Вот 23 октября сегодня в полночь завершится процесс ведения предвыборной агитации на местных выборах. И вот как раз 24 октября в Украине будет день тишины, когда агитация запрещена. А я напомню, что украинцы будут голосовать за депутатов в местные советы и мэров своих населенных пунктов. Голосование будет проходить с нововведениями из-за изменений в избирательный кодекс, а также в связи с рядом карантинных ограничений. Выборы на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Крыму, не проходят, но на этих выборах впервые смогут проголосовать вынужденные переселенцы. Для этого нужно было сменить избирательный адрес, причем это можно было сделать онлайн. Воспользовались такой возможностью почти 100 тысяч избирателей. Такие данные привели в Центральной избирательной комиссии. И что интересно, граждане, которые болеют COVID-19, смогут проголосовать на дому. К ним приедут члены избирательной комиссии в специальных средствах защиты. Если человек находится в больнице в день выборов, к нему приедет мобильная бригада. Для этого нужно было выполнить определенные процедурные шаги. Что касается шансов партий, тут мы приведем, конечно, только один из опросов, которые проводились, вот самый свежий. Но их было много, поэтому это как просто вариант для размышлений. Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат три партии. Это «Слуга народа», оппозиционная платформа «За жизнь» и «Европейская солидарность». Я расскажу подробнее. По данным опроса, партию «Слуга народа» поддерживает 16,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы, оппозиционную платформу «За жизнь» 13,5% и европейскую солидарность 13,2%. Согласно опросу, проходной барьер – это 5% смогут преодолеть еще две партии. Партия «Батьківщина», которую поддерживают 8,6% опрошенных, и партия «За будущее» 7,4% респондентов. Тут я обращаю внимание наших слушателей, которые иногда нас в комментариях спрашивают, а где же та или иная партия, почему вы не называете? Опять-таки, согласно этому рейтингу, барьер преодолевают только те партии, которые мы назвали.
5 партий. Но будут проводиться вместе с местными выборами и также опрос президента Украины Владимира Зеленского, который он уже анонсировал. 13 октября Зеленский заявил, что на избирательных участках во время местных выборов украинцам зададут 5 важных вопросов о том, о чем, цитирую, раньше нас никогда не спрашивали. Впоследствии в офисе президента сообщили, что опрос не будет иметь юридических последствий. Предложенные вопросы звучат так. Предлагаю по одному вопросу озвучивать. Значит, поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Тут я, кстати, обращаюсь к нашим слушателям. Вы можете нам вот прямо в комментариях под эфиром отвечать на эти вопросы. Второй вопрос. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Третий вопрос. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Четвертый. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях для уменьшения боли у тяжелобольных? И пятый, последний вопрос. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности? Вот почти 55% украинцев намерены принять участие в опросе Владимира Зеленского. Такое исследование провел Киевский международный институт социологии. И по его данным, около 36% украинцев не хотят участвовать в этом опросе. Результатам опроса будут доверять 43% респондентов, я имею в виду тех людей, которые приняли участие в опросе КМИС, не будут на 2% меньше. По мнению 44% респондентов, опрос является истинным намерением президента и власти услышать мнение большинства людей. И почти столько же считают опрос, цитирую, политической технологией для достижения собственных целей. Напомню, обращу ваше внимание, что министр внутренних дел Арсен Аваков призвал участников выборов не прибегать к подкупу или фальсификациям на местных выборах и заявил, что МВД настроено жестко реагировать на любые нарушения. К нам в эфир присоединяется украинский политолог Владимир Фисенко. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Вот по вашим наблюдениям, насколько существенно изменились политические предпочтения, я имею в виду глобальные, да, по партиям, украинцев с момента последних выборов парламентских, которые прошли в Украину? Можно ли сказать, что на местных выборах 25 октября по итогам успехи будут примерно у тех же политических сил, что и в прошлом году? Ну, не совсем корректно сравнивать с парламентскими выборами. И вот почему. Дело в том, что на местных выборах в Украине уже не первые выборы. Главным фаворитом или одним из главных фаворитов являются партии местных интересов, или можно их назвать даже местные партии. Это могут быть партии, которые объединяют представителей региональных элит нескольких регионов, а могут быть партии, которые фактически действуют только в одном регионе. Ну, например, вот партии мэров Харькова и Одессы. Есть партии мэров Мариуполя и Запорожья. И они лидеры в своих регионах, как и их, скажем так, лидеры претендуют на победу в своих городах. Есть несколько партий местных элит, которые вот созданы были на эти выборы и объединяют представителей разных регионов. Ну, например, партия «За будущее», партия «Пропозиция», которая объединила ряд мэров, партия «Наш край», которая и в 2015 году достаточно успешно участвовала в выборах, и сейчас очень масштабную кампанию ведет. Поэтому вот местные партии, они, пожалуй, главный фаворит, и значительную часть голосов, причем по данным социологов 20%. 20% избирателей готовы голосовать именно за местные партии. Ни одна парламентская партия в этом плане не готова тягаться, у них рейтинги несколько ниже. А так по предпочтениям, ну, на первом месте остается по общеукраинским рейтингам «Слуга народа». Но их рейтинги, конечно, существенно ниже, чем в прошлом году, потому что произошло за время правления известное разочарование, это закономерность в Украине, к тому же кризис, эпидемия, это тоже влияет. Ну и в разных регионах, на востоке ОПЗЖ, на западе европейская солидарность, также достаточно сильные позиции Батькивщины, в западных центральных регионах, в городах у «Голоса». Ну и непарламентские партии тоже весьма активно на местных выборах. Например, на западе Украина «Свобода» очень активно.
Об опросе, который анонсировал президент Зеленский, вот ваше мнение, как вы считаете, цель? Алло? Да, Владимир, я повторю вопрос, у нас что-то технически не работал микрофон. У нас был вопрос по поводу опроса, который анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Вот мы цитировали, да, какие варианты ответов предлагались респондентам Киевского международного института социологии исследования. Там их спрашивали, считают ли они опрос истинным намерением президента узнать мнение граждан, или же это, цитирую, политическая технология для достижения собственных целей. По вашему мнению, какова цель опроса, который ожидает желающих граждан Украины принять в нем участие 25 октября? И то, и другое. Зеленский искренний сторонник прямой демократии, ему нравятся опросы по различным общественно-политическим темам. Он об этом говорил еще до президентских выборов. Он обещал еще тогда, почти 2 года назад, меньше полтора года, больше чем 1,5 года назад, он обещал, что он попытается в Украине делать то, что делают в Швейцарии. То есть регулярные, частые опросы по наиболее важным общественно-политическим темам. Но то, что это связано с выборами и является в известном смысле предвыборной технологией, у меня также нет сомнений. Именно поэтому опрос проводят в день выборов для того, чтобы и усилить явку отдельных групп избирателей, ну и по возможности мобилизовать своих сторонников. Так что и то, и другое. И искреннее стремление, я бы даже сказал, увлечение президента Зеленского механизмами прямой демократии и предвыборной технологии также. Опять вернемся к выборам. Что произойдет в парламенте после местных выборов, когда изменится конфигурация сил на местах? Ну, она не изменится кардинально. Вот в чем специфика местных выборов, особенно сейчас. На них не будет какого-то одного победителя. С высокой вероятностью партия «Слуга народа», которая имеет большинство в парламенте, она проведет своих депутатов почти во все местные советы, во всяком случае областные, городские советы. Мэров у них, скорее всего, не будет. В лучшем случае 1-2 мэра, и то во втором туре. Пока это как бы под вопросом. Но для них задача не выиграть выборы, а зайти во власть. Вот поскольку главные победители – это местные партии, и они разные, нет одной какой-то партии, которая объединяет все местные элиты, то в результате победители в разных регионах будут разные. И парламентские партии на выборах мэров, например, они в большинстве случаев проиграют. И это не только «Слуга народа», но и ОПЗЖ, и Европейская солидарность. В итоге, конечно же, оппозиция постарается объявить эти выборы поражением «Слуги народа», попытается спровоцировать политическое напряжение. Но если большинство депутатов фракции «Слуга народа» будут достаточно консолидированы, то, я думаю, каких-то существенных кардинальных изменений не произойдет. Проблема может возникнуть из-за бюджета. Вот по бюджету очень сильные противоречия. И, конечно, будут предлагать «Слуге народа» некоторые политические силы переформатировать большинство и создать некую широкую коалицию. Это в частности предлагает глава депутатской группы «За будущее» Игорь Палица. Они один из фаворитов на этих местных выборах. Но согласится ли «Слуга народа» на этот сценарий, пока вопрос открытый. И главное, что им невыгодно идти на досрочные парламентские выборы. Поэтому этот сценарий, я считаю, маловероятным. Спасибо вам большое. Это был украинский политолог Владимир Фисенко. Я напомню, что 25 октября в Украине пройдут местные выборы. Они не будут проходить на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму, но зато впервые после 2014 года в местных выборах смогут принять участие вынужденные переселенцы. Стоит отметить, что вот в преддверии выборов министр внутренних дел Арсен Аваков призвал участников выборов не прибегать к подкупу и фальсификациям на местных выборах и заявил, что МВД настроено жестко реагировать на любые нарушения. И в то же время общественная сеть «Опора» в преддверии выборов сообщила о том, что фиксировала ряд типичных
злоупотреблений, нарушений избирательных стандартов, в частности, нарушение правил ведения агитации и подкуп избирателей. В опоре также указали на то, что не все регионы пока должным образом подготовились к соблюдению противоэпидемических норм. Ну и напомню, что за один день до непосредственно выборов, 24 октября, в Украине будет день тишины, когда агитация запрещена. Для вас в студии работали Елена Римовская, Рустем Халилов. Мы благодарны всем нашим слушателям, которые были с нами, и желаем вам хорошего вечера. До свидания.